Общественный суд Великобритании и свой юриста по правам человека, представляющего Всемирный уйгурский конгресс о расследовании нарушения прав уйгуров в Восточном Туркестане. По данным Associated Press, Всемирный уйгурский конгресс обратился с просьбой заняться делом о продолжающихся зверствах и геноциде уйгурского народа к адвокату из Международного уголовного суда Джеффри Найсу, который ранее возглавлял судебный процесс над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. В связи с этим ожидается, что слушания в публичном суде Лондона, принявшем заявку Ниццы, начнутся в первые месяцы следующего года. Утверждается, что предоставление доказательств и заявлений в поддержку обвинения станет важной попыткой привлечь Китай к ответственности за правонарушение. В своем заявлении по этому поводу адвокат Найс сказал, что обвинения в геноциде никогда не рассматривались публично и что существующий пробел в судебных процессах по нарушению прав человека будет восполнен достоверными источниками. Я считаю, что это самый подходящий способ наказать Китай за коллективные и индивидуальные нарушения прав человека. Концентрационные лагеря и принудительная стерилизация нарушают соглашение о геноциде и могут быть важными доказательствами в суде, отметил Найс. В ходе интервью газеты Byline Times депутат от лейбористов Болтона и глава всепартийной группы по уйгурскому вопросу при парламенте Соединенного Королевства Ясмин Кураши сообщила, что ее просьба о разрешении посетить Восточный Туркестан со своими коллегами была отклонена правительством Китая. Если Китаю действительно нечего скрывать, то нет причин отказывать ООН в неограниченном доступе в регион. Китай оказывает давление на этнические и религиозные меньшинства со времен Второй мировой войны. Продолжающееся сопротивление Китая и отказ от сотрудничества в этом вопросе только подтверждают наши опасения за уйгуров. Доказательства очевидны. Китай произвел крупномасштабные аресты этнических и религиозных меньшинств, подобных которым не наблюдалось со времен Второй мировой войны, подчеркнула Кураши. Массовые протесты начались во внутренней Монголии, когда региональное правительство объявило, что будет реализовывать интенсивную программу обучения китайскому языку в начальных школах. В ответ на требования протестующих, которые вышли на улицы, чтобы защитить свой родной язык, министр общественной безопасности Китая Цао Кэджи приказал усилить давление против так называемых интервентов и граждан, вынашивающих сепаратистские планы. В полиции Хоркинского района разместили фотографии 129 участников демонстраций и предложили вознаграждение за информацию об их местонахождении. На прошлой неделе региональное правительство объявило, что начнет преподавание литературы, этики и истории в начальных и средних школах на китайском языке, которые ранее велись на монгольском языке. Это вызвало опасения, что монгольский язык будет постепенно ликвидирован. По данным Reuters, за последние 2 месяца Казахстан значительно сократил экспорт нефти в Китай. С июня по июль экспорт в Поднебесную снизился с 99 тысяч до 12 тысяч тонн. В августе экспорт сократился до 10 тысяч тонн. Власти Казахстана заявили, что добыча нефти в стране была сокращена в соответствии с соглашением, достигнутым между странами-экспортерами и неэкспортерами нефти. Утверждается, что рост спроса на казахстанскую нефть из-за эпидемии китайского вируса привел к снижению экспорта. Казахстан получает большую прибыль от экспорта нефти на Запад через Россию, чем от экспорта в Китай. Согласно имеющимся данным, цены варьируются от $25 за тонну. Администрация США сообщила, что наложила санкции на 5 компаний, в том числе и китайские, за закупку нефти у Ирана и сотрудничество в нефтяной сфере. В заявлении госсекретаря США Майка Помпео относительно решения о санкциях было отмечено, что в список были добавлены иранская компания Abadan Refinery Company, китайская Zhejiang Shipping, New Far International Logistics, Sino Energy и Chemtrans Petrochemical Trade из Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной решения послужило то, что указанные компании нарушили санкции США путем покупки, продажи, транспортировки и маркетинга нефти или нефтепродуктов из Ирана. Было отмечено, что руководители компании также были добавлены в отдельный санкционный список.